Эдилвей Юкагир Алаец. Находясь при оленях, он увидел, как его родителей убили кукупы. Он убежал, чтобы известить других людей. Он совсем выбился из сил. Мальчик так ослабел, что не мог идти. И вдруг послышался человеческий голос. Что это? Это человек. «Эй, ты живой?» Человек увидел, что мальчик собирается умирать. Отрезал панты своего оленя. «Открой рот, сейчас тебе станет легче». И человек влил в рот кровь. После этого посадил Эдилвея на оленя и отправился. Добравшись, человек своей старухе говорит: «Я ребенка нашел. Пусть не сразу видит огонь. Потуши огонь». Раздев, положили мальчика под одеяло. Человек говорит: «Хорошей едой пока кормить не будем». Поили одним отваром. Эдилвея сделали своим сыном. Мальчик мало-помалу заговорил, начал ходить. Отец спрашивает: «Как твое имя?» «Мое имя Эдилвей, дано мне отцом. Моих родителей убили, я видел». «Ты мой родственник, оказывается. Те люди, кукупы, погубив множество людей, вернулись к себе». «Отец, где люди, убившие моего отца?» «Они приходили по берегу моря, с правой от восхода солнца стороны. Придя, убивали людей. Так 3 раза приходили. Все равно отыщу копье и лук своего отца. За ними пойду». «Слишком не торопись. Пусть твои кости затвердеют, окрепнут. Сначала женись, заведи детей. После того тело свое подготовь. Стань быстрым, стань сильным, трудись. Подготовив свое тело, сможешь пойти вслед за копьем своего отца». Эдилвей вырос, стал неуловимым бегуном, стал силачом. Когда бродил один, поднимал тяжеленные камни. Поездив по разным местам, женился, привез девушку. Родился ребенок, мальчик. Старик со старухой дали своих оленей вместе с чумой. Ребенок его вырос. «Отец, вот я спросить тебя пришел. В иные ночи даже спать не могу. Хочу пойти вслед за луком и копьем моего отца. Буду жив, приду через 3 года. Если умру, через 3 года не приду».
Даже не знаю, что сказать. Парень где не ходит. Лишь одно на дорогу скажу: не убивай человека. Если убьешь, все равно тебя в живых не оставят. Человека не убивай, не обманывай, прямой дорогой ходи. Как-то раз Эдилвей с сыном пошли вперед. На склоне горы увидели множество яранг, и оленей было много. Эдилвей с сыном, прячась, пошли между камнями вдоль речки к тем людям. Там стояла большая яранга. Вот добрались до нее. За ней спрятались. Те люди стали оленей забивать. Они хорошие люди. Вон, дети играют. Пошли. Что ж, придется идти. Кукупе не понимают языка, объясняются жестами. На ярангу показывают, чтобы зашел. Завели в ярангу, посадили на шкуры, накормили мясом, жирной олениной. Котлы у них были каменные. На стойбище было много яранг. Эдилвей между ними прохаживался. Народ что-то ему говорил, но он только кланялся. На самом краю стойбища стоял маленький дом вроде урасы. Будто наш дом. Там сидела старушка. Она была одета в юкагирскую одежду. Будто наша одежда? Старушка говорит: никак похож на юкагира. Эдилвей рассмеялся. Давным-давно Кукупе, убив моего мужа, увезли меня с сыном в рабство. Теперь мой сын находится здесь, пастушит у богача. Скоро придет. Вот если хочешь поговорить с Кукупе, сделай его толмачом. Сын старухи рассказал: через 3 дня будут большие игрища. Пешие бега будут бороться, поднимать камни. Самый главный предводитель видел много человеческой крови. Эдилвей говорит: вот теперь пойдем к предводителю Кукупе. У меня к нему разговор. Пошли к большущей яранге. Вошли. С какой стороны приехал? С большой реки, с Колымы приехал. Знаю, был там 3 раза. Этого мальчика я привел оттуда, чтобы был моим пастухом. Скоро будут игрища, хотя бы посмотреть приходи. А вот поиграю с вами. Стоит ли так просто смотреть? Если хочешь играть, играй. Я поставлю здесь свой чум. Ставь, будешь пастухом. Ты сделаешь меня батраком только после того, как испытаешь остроту моего копья. Какие смелые речи у человека. Не понял.
знай, что я пришел вслед за копьем своего отца и луком моего отца». Кукупе расхохотался, сказал: «Одним мизинцем зашибу. У кого же будешь батраком, как не у меня?» И плюнул. «Ну что же, я ухожу». Вот Эдилвей прикочевал, устроил стоянку возле урасы той старушки. Вот начались игрища. Сначала состязались в пешем беге. Выбрали еле видную гору. Эдилвей позже всех побежал, но раньше всех прибежал. Перелетев через большую ярангу предводителя, он остановился. Кукупе сказали: «Этот человек не пустой человек. Сильный человек пришел, оказывается». Потом стали состязаться в поднятии камней. 3 силача вышли играть с камнями. Эдилвей сказал: «Меня тоже примите». Кукупе кричат из толпы: «Что такое? Да пусть выйдет». Вот начали играть. Один не смог сдвинуть камень. Второй сдвинул, но не смог поднять. Предводитель попрыгал на камни, раскачал его и положил на колено. Опустил на землю и посмеивается. Говорит: «Ну-ка, ты тоже». Эдилвей стал раскачивать камень. Пролез под него, поднял, положил камень себе на голову, попрыгал на одной ноге и медленно опустил на землю. «Если не жалко вашей игрушки, сломаю». Кукупе кричат: «Сломай!» Швырнул камень вверх, он раскрошился. Часть в землю ушла, ничего не осталось. Эдилвей глянул на Кукупе. Все стоят, дрожат. В один голос сказали: «Быстрее, прикончи нас, не то сами от страха умрем». «Убить вас нетрудно, однако не убивать я пришел. У меня есть сын, потом ваши начнут мстить ему. Я пришел за копьем и луком своего отца. Отдайте мне». Главный Кукупе говорит: «Что хочешь взять, возьми». «Зачем? Моя родина далеко, мне чужого добра не надо. Я преследовал вас, только желая вернуть то, что принадлежало моему отцу». Прошел день. Наступила ночь. Эдилвей с сыном всю ночь сидел, жег огонь. Все время наготове держали копья. Эдилвей говорит собаке своей, выгоняя из дома: «Сторожи снаружи». Эдилвей вышел из дома. Яранги стоят. Нарт нет, оленей нет, собак нет. Увидел, что это половинки яранг, которые в его сторону обращены, стоят. Другие половины сняты, нет никого. И 3 оленя убитых черно-белых лежат. Людей нет никого. Наши соседи ночью убежали, оказывается. Забили 3 черно-белых оленей, видимо, нам на прокорм. Да зачем они нам? Страшно. О, как обидно, не погнаться ли за ними?
Почему убежали, не поговорив?» Жена сказала: «Да зачем гнаться? Страшно. Лучше остерегайся, среди них могут быть сильные колдуны, знающие страшные слова». «Кочевать не станем, побудем пока здесь. Пойду на вершину горы, осмотрюсь, в какой стороне стоит пар дыхания оленей. Пойдем вместе». Жена пошла за дровами. На оленях приехали двое кукупы, схватили ее и увезли. Привезли жену Эдилвея к себе, заставили батрачить. Совсем исхудала, обессилела. Одежда ее порвалась. Однажды она зашла в крайний чум к старушке Юкагирке. Пришла бедняжка. Да, пришла. «Бедняжка, если ты не против, я тебе что-то расскажу. Эти богачи скоро принесут тебя в жертву за посещение ими другой страны. Тебя убьют вместе с оленем-быком, а этим вечером тебя хорошо накормят, наденут белую одежду. Если ты не против, я могла бы тебе помочь. Может, тогда бы еще несколько дней ты бы видела свет». Жена Эдилвея поклонилась в ноги старушки и говорит: «Так хочется видеть свет. Как не поверить твоим словам?» Старуха говорит: «Если будешь точно исполнять мои слова, увидишь своего мужа и сына. Сейчас же не падай духом. Иди к своим хозяевам. Будут кормить – ешь. Будут одевать – одевайся. Ночью потихоньку пролезь под пологом Яранги. Ударь по чаше, приговаривая: «Энидо, ездовые быки, где вы?» Когда они пойдут, привяжи их к нарте и приходи ко мне». Жена пошла дальше носить воду. Вечером ее хорошо накормили и одели в белую тамбаку. Наступила ночь. В полночь она вылезла, одела свою одежду, потащила нарты к оленям. Нашла и ударила по оленной чаше. «Энидо, ездовые быки, где вы?» Подошли ездовые олени. Жена тихо приехала к чуму старухи Юкагирки. Старуха вышла и дала жене шкурку горностая. «А это сунь себе под мышку, как запас, на дорогу. Когда отсюда поедешь, дорога твоя пойдет по льду. Не оглядывайся назад. Когда доберешься до земли, там будет река. На берегу заколи левого оленя. Через реку езжай на одном олене. Когда переедешь, заколи и этого оленя. После этого потряси шкуркой горностая. Все равно будет погоня. Если выживешь, сама узнаешь, как идти дальше. На родине когда-то у меня был старший брат. Он, может, придет тебе на помощь. Давай, иди». Старуха потрясла Нурилем, море замерзло. Женщина поехала по нему, беспрестанно мчалась вскачь и днем, и ночью. Едет, по обе стороны волны, а на ее пути вода замерзает. Как проедет, ледяная дорога тут же тает.
олени ее выбились из сил. Выбрались таки на сушу. Оглянулась, виднеются люди. Опять помчались олени. Едет поперек река. Своего левого ездового оленя заколола, столкнула в воду. Так и переправилась. Убила другого ездового оленя, спихнула вместе с нартой в воду. Люди переправляются через реку. Посмотрела вперед — ущелье. Вытащила шкурку горностая, стала горностаем. Затем горностай опять стал человеком. Вот пешком отправилась вперед. Все время держалась берега моря. Так, шагая, выбилась из сил. Все время засыпала. Вот уже не смогла подняться. Однажды почувствовала на своем лице что-то холодное, сразу же села и заплакала. «Дедушка, быстро прикончи меня, уж очень я намучилась». Медведь ушел. Немного погодя вернулся, отрыгнул возле женщины ягоды и опять ушел. После этой еды в глазах у нее посветлело. «Садись на меня». Так с передышками долго шли. Иногда медведь оставлял ее одну и уходил. Приносил еду. «Твои муж и сын очень скучают по тебе. Я все-таки тебя к ним приведу. Не знаешь, кто я?» «Нет, откуда мне знать? У нас с тобой одни предки. Иней, сил моих больше нет». Вот и у самого медведя силы кончились. «Покажу тебе, где твоя родина, сама доберешься. В сторону захода солнца иди. Виднеющиеся горы — середина пути. До конца жизни мук не испытывай. Живи хорошо». «Дедушка, хочу у тебя спросить, только не решаюсь». «Решись». В той земле видела одну старуху. Она сказала, что у нее есть старший брат. «Неужели это ты?» «Я и есть. Ты иди, больше меня не увидишь. В твоем ребенке однажды воскресну». Когда доберешься до дома, забейте белого оленя, снимите хорошо шкуру. Ты шкуру повесь, на том завершишь свой путь. И они разошлись в разные стороны. Вот жена Эдилвея пошла одна.
Опять стала выбиваться из сил. Полежит, идет. Однажды, когда так шла, послышался свист. Осмотрелась, увидела человека, который гнал оленей. Окликнула: «Эй!» Человек подошел к ней. Оказалось, что это ее сын. Заплакав, обнял мать. «Мама, я предупрежу отца, а то его может хватить удар». Сын побежал домой. Кричит: «Мама вернулась!» Эдельвей аж дыхания лишился и упал в обморок. Водой своего отца привел в чувство. Потом пошли навстречу матери. Стали хорошо жить. Как тот медведь говорил, забили белого оленя. Потом выставили шкуру в ту сторону, откуда пришла жена.